это Дик Халшин, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». Друзья, позавчерашний ролик вчера не снимала, расскажу, почему не снимала. Вчера я была у своей сестры, ездила ее проведать, и у нас еще, ну, такая, можно сказать, небольшая тоже неприятность. Мой сын сломал себе палец ноги, и у него на работе упала какая-то труба на палец. Он хоть и предупредил, что он вроде бы не зацепил этот трос, который должен был поднимать трубу, те, видимо, не услышали его, и соскочил с троса, соскочила труба с троса и упала на ногу, и он сломал палец ноги, и, короче, у него даже ноготь оттуда вырвался, ему пришлось его зашивать, он у нас в больнице. Такая вот неприятность у меня с вчерашнего дня. Позавчера вечером даже, вот, когда я снимала, в тот вечер у него это произошло. Ну, ему надо несколько дней полежать, как врачи говорят, потому что рана что-то кровоточит немножко. Вот вчера была у сестры и у сына проведать их ходила. С сестрой у нас, друзья, небольшие неприятности, ну, как неприятности, ну, очень медленно приходит в себя. Вода снова накапливается в легких, ей даже сделали, ну, ставили трубочку в одно легкое, чтобы жидкость оттуда вытекала. И, ну, дренаж, по-моему, называется, точно я не знаю. Вот эту штуку ей поставили, обследуют во все. Вот сегодня сделали, сын говорит, сегодня я не ездила, правда, вчера поехала, сидела с ней часа 2-3, покормила ее в обед, повезла ей домашней еды. Все-таки все, что бы ни говорили, в больнице, конечно, кормят, но все равно домашняя еда не сравнится с больничной. Утром, вечером они еще едят больничные каши, что-то такое. Но сын, правда, не ест. Мои дети никогда в больнице не кушают больничную еду. Не знаю почему, но не едят они. Вот, отнесла и ему, и ей еды. Но сегодня хотела тоже поехать, но племяшка мой сказал, что сегодня уже у нее были ее сношенница с племянницей, с племянником, что она уже поела. Сегодня обследовали, сказали, что еще и с почками проблемы с сердцем. Очень, конечно, беспокоюсь. Вот. Может быть, сегодня поеду и с ночевкой туда, точно не знаю, как племянник позвонит. Поэтому хочу быстренько все здесь убрать, прибраться, чтобы несколько дней не убиралась. Как мы сюда кухню занесли, я так и не делала тут ничего такого, просто быстренько. Единственное, что я убрала ковер, чтобы он у меня не пачкался. Вдруг мы там что-то оброним или прольем. Все-таки мальчики мы... Хотя я вижу, они у меня аккуратно здесь, очень аккуратно. Уже 4-й день, по-моему, мы здесь. Даже вот 2-й раз только пылесошу. Настолько аккуратность. Ну, дело в том, что еще мы тут не готовим, поэтому, наверное, еще и чище готовлю там на новой кухне. Сегодня они уже залили этот теплый пол. Будем теперь ждать, пока высохнет этот бетон. У нас как назло стало холодно. Когда мы все это делали, 13 градусов тепла было. Мы думали, быстренько сделаем, пока стоит тепло. Но, как всегда, не получается. Вот. Я не люблю, конечно, показывать, как я делаю там уборку. Единственное, окна, как мою еще показывала. Мне как-то, я говорю, ну, не по возрасту, не солидно показывать, как я убираюсь. На что мне мои девочки говорят, нам интересно все, что ты делаешь. Поэтому я сейчас просто на быструю промотку поставлю, что я буду делать в этой комнате. И, может быть, в прихожке еще. В тех 2 комнатах я уже прибралась. Поменяла постельные принадлежности все. Тоже на этой неделе никак руки не доходили. Положила их в стирку. Висит у меня стирка, стирку тоже занесу. Посмотрю, подровняем. Гладить вряд ли успею сегодня. Нужно зарезать еще 1 курочку. Вот такие вот дела у меня. Решила все-таки, наверное, хоть что-то, хоть каждый... Ну, все просят девчонки, чтобы я вот каждый день что-то выкладывала, что я делаю в свою жизнь, потому что, как мне говорят, это делают все блогеры, мы хотим тебя видеть, мы хотим тебя слышать, мне это очень приятно, огромное вам спасибо за это. И, друзья, я еще хотела сказать, что у меня идут огромные отписки, но, как я уже с несколькими блогерами переговорила, это делает YouTube, как оказалось.
Проверьте, пожалуйста, свои подписки. Подписаны ли вы на мой канал, потому что очень много отписок. Вот я не знаю, очень много отписок. Списывают лайки. Что это, почему это, я не знаю. Ну вот как-то так. Ну а сейчас я, наверное, сначала пропылесошу, а потом уже надо протереть мне этот цветок. И потихонечку начнем с вами. Стулья немножко сюда. Друзья, и видите, я сняла еще штору. Хочу немножко тут потереть, потому что, в принципе, у меня окна не очень грязные. Но мы, когда приезжал Мухаммед, Мадина с детьми, мы его ставили на окно, и он своими ручками ставил. Так, и друзья, в тот раз, когда мы ездили к сестре, она мне подарила вот такой вот цветок. Специально для меня его посадила в горшочек такой и мне подарила. Вот так вот. Красота. Так, теперь почистим следующее окно. И знаете, друзья,
Закончила я свою уборку. Теперь пока просто подровняю эти вещи. Время ушло. Сегодня не успела я зарезать и курочку. Ну, завтра с утра пораньше. Только недавно пришел Ибрагим. Он целый день бывает у брата там. Потому что ну, ему неудобно на одной ноге прыгать. Вот. Гладить сегодня не буду, просто сейчас подровняю. Будем гладить, может быть, завтра. И то может быть, друзья, я не знаю, потому что мне завтра надо ехать снова в больницу. Надо готовить. Вот такие вот дела. Показала я вам, как я делаю уборку. Если что, извините. Теперь будете знать, что вот иногда вот так вот на скорую руку, что я делаю. Надо, конечно, еще пыль убрать и со стен. Но сегодня просто некогда, уже поздно. Все-таки время уходит много, когда начинаешь что-то делать. Очень я не успеваю много чего. Еще за счет того, что кухня в таком у меня месте, что я не знаю, иногда то посуду не могу найти, то не могу найти специи, которые нужны. Бегаю туда-сюда, но очень много времени уходит на все это. Некоторые вещи оставила там, под навесом. Вроде бы все необходимое занесла. А потом смотрю, что-то еще надо бывает. Ну и вот так вот, друзья, проходят мои дни. Вот в таком темпе, плане. Вот. Теперь нужно готовить что-то на ужин. Даже не знаю, что буду готовить. На обед готовила куриные потрошки. И для всех вместе, потому что на моей диете я могу тоже их есть. Даже рекомендуется есть субпродукты, даже очень. Поэтому приготовила для всех вместе. На ужин надо будет что-то легкое. Так, ну вот, друзья, я не стала вам показывать, как я все цветы там чистила. Прочистила эти лепесточки тоже на цветах. Честно признаюсь, наверное, недельки 2 вообще не убирала пыль с цветов. Кс-кс-кс-кс. Иди, я не снимаю. Кс-кс-кс-кс. Каспер, ну иди сюда, иди. Кс-кс-кс-кс. Иди сюда, иди, красавец. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. А ну кс-кс-кс. Каспер. Каспер. Кс-кс-кс. Ой, 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 пошел, пошел, пошел. Ну, конечно, деловой какой, деловой. Ты, мама, колосик, да? Ты, мама, человек. Ты, мама, человек. Ты, мама, человек. Ой, ты, мама, ой, ты, мама. Вот так, вот так, вот так. Вот так. Довольный, мурлычет. Ты, мама, человек. Ну все, друзья. Не знаю, успели я что-нибудь еще снять сегодня. Короче, сделала 2-3 пастерушки. Ну, сказать, сделала, это сейчас стыдно даже сказать. Машинка стирает, машинка сушит. Все делает за нас машинка. Так, занесла я эту гортензию, но, наверное, ее все-таки... Ей здесь слишком тепло. Она у меня стояла на улице. Поэтому и горшок немножко невзрачный. Не знаю, вот сидит и не растет она у меня. И на улице вот так вот она у меня была. Сейчас я в морозы ее занесла просто. Эту розу мне тоже дарила моя сестра. Вот. Правда, не цветет. Видимо, ей не хватает цвета. Один раз зацвела, когда я ее принесла, а сейчас не цветет. Эту розу тоже она мне дарила. Маленькая такая была, совсем чайная роза.
Но вот не цветет. Не хватает моим цветам. У меня здесь солнышко по-любому. Так, ну вот, даже дверь я сделала специально стеклянной, чтобы, видите, на улице у нас уже темно, ночь, чтобы побольше было света. Ну все, друзья, на этом, наверное, сегодня закончу. Сейчас будем готовить ужин и, наверное, все. Всех благ вам, друзья, мира и благоденствия. Ну вот как-то так.